Здравствуйте. Эфир главного информационного канала страны продолжит программа «Алату Лайв». С вами Мирбек Молдакунов. Утверждена программа формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызстана на 2025-30 годы. Соответствующее решение в марте подписал председатель Кабинета министров Адылбек Асмалиев. Документ принят в целях социально-экономического развития населенных пунктов в рамках реализации указов президента о национальной программе развития Кыргызской республики до 2026 года и о дальнейших мерах по совершенствованию административно-территориального устройства и развитию регионов республики. Как идет реализация поставленных целей и задач, мы узнаем у наших гостей: начальника управления политики развития регионов Минэконома Маматова Искандарбека Батырбековича и у председателя правления Института политики и развития Добрецовой Надежды Николаевны. Уважаемые гости, добрый день, добро пожаловать в студию. Здравствуйте. И вот бэкграунда всей этой истории началось в 2022 году с указа президента о дальнейшем совершенствовании административно-территориального устройства и развития регионов. После этого как раз таки началась административно-территориальная реформа, вначале в Тюбском районе, потом в Нарыне и потом уже в масштабах республики. Да? И вот следствием всего этого как раз принята вот эта программа формирования, развития опорных точек, да, в нашей стране. И вот скажите, пожалуйста, немножко предысторию всего вот этого и на сегодня. Как началась реализация этих документов? Вы правильно подметили, что вся работа по развитию региона, по совершенствованию административно-территориального устройства Кыргызской республики началась с указа президента Кыргызской республики, который был принят в 2022 году, 18 октября. И этот указ дал начало всех процессов по развитию региона. И этим указом Министерство экономики и коммерции Кыргызской республики уполномочен функциями по совершенствованию административно-территориального устройства и развития регионов Кыргызской республики. И там в этом указе была предусмотрена разработка государственной программы комплексного социально-экономического развития регионов. И также были предусмотрены формирование опорных точек и развитие. Также была задача по формированию бюджетов развития, также была задача по государственному субсидированию инициатив местных сообществ, также была задача по разработке стандартов развития регионов. И все эти задачи на сегодняшний день мы как бы выполнили. То, что вы обозначили, опорные точки роста, это у нас как на сегодняшний день приняты три программы. Это основная программа, это государственная программа комплексного социально-экономического развития регионов до 2030 года. И то, что вы обозначили, формирование и развитие опорных точек роста, как бы является следствием этой программы. Также была принята программа государственного субсидирования инициатив местных сообществ. И все эти программы на сегодняшний день действуют, работают, по ним ведется работа. Эти программы все эти программы формируют основу для развития регионов. Как с ними работать, в каком направлении двигаться, какие планы принимать. Да? Вот, до принятия этого государственной программы мы с помощью наших экспертов Института политики и развития в рамках проекта ЭГЭТ Всемирного банка разработали методологию по разработке программ социально-экономического развития органов местного самоуправления и местных государственных администраций, районов. И эти две методологии в течение 23-24 были опробированы в пилотных районах в Нокатском районе, Атбашинском районе, были разработаны с новыми требованиями программы. И в прошлом году, в течение 2024 года, около 40%
районных, ну, около 50% районов приняли по новой методологии программу, а ОМСУ около 40%. И это не означает, что мы как бы до принятия госпрограммы начали работать по реализации госпрограммы. И методология это позволяет. И на сегодняшний день мы после принятия госпрограммы в этом году, 2018 года принято, да, мы направили всем госорганам, всем региональным структурам, полномочным представителям, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления письмо, по которому мы обозначили, что вот эту госпрограмму нужно, ранее принятые программы должны доработать с учетом того, что принята новая программа, а те, которые еще не приступили, они должны принять уже на основе новой программы, по новой методологии, программу до 30 года. Очень хорошо. Надежда Николаевна, вот ваш институт, оказывается, разрабатывал методологию, ну, можно сказать, некие такие реперные опорные точки, да, этих программ. Вот что вы изменили, какие новшества ввели? Ну, методики планирования на местном уровне разрабатывали не мы, разрабатывала рабочая группа под руководством Министерства экономики и коммерции, а помогал Всемирный банк при финансировании правительства Великобритании. Мы помогали пилотировать и внедрять на местах эти методики, и мы помогали разрабатывать государственную программу комплексного развития регионов Кыргызской Республики. Вообще я должна сказать, что 18 марта 2025 года может стать исторической датой в развитии Кыргызской Республики, потому что с появлением этого документа сформировалась ясная, всеобъемлющая государственная политика по отношению к нашей стране как к целостному государству, но состоящему из территорий с разными потребностями и с разными возможностями. Начнем с того, что в государственная программа впервые вводит в официальный оборот само понятие регионы. Если вы возьмете всю нашу нормативную правовую базу, то слово регионы там встречается часто, но что это такое, определение нигде не дается. И вот впервые у нас наконец это определение появляется, потому что люди очень по-разному понимают. Для кого-то регионы это провинция по отношению к столице, для кого-то регионы это сельская местность по противопоставлению городской местности. А у слова регион, у понятия регион есть вполне определенное значение. Это территория, которая обладает схожими и общими внутренними социально-экономическими связями и внешними социально-экономическими связями. И в этом смысле Бишкек это тоже регион, и Чоналайский район это тоже регион, Ферганская долина это тоже регион, и Центральная Азия это тоже регион. И мы, наконец, вводим в оборот, в официальную расшифровку этого понятия, чтобы у людей тоже формировалось правильное отношение, потому что за словами скрываются смыслы. И мы, во-первых, у нас появляется слово пространство, территория. И сама государственная программа, почему она говорит о комплексном развитии, потому что она включает меры социального характера, направленные на развитие общества и человека во всех смыслах. Она включает очень большой набор мер по экономическому развитию, причем для каждой категории территорий свой, потому что у нас очень разная страна. И программа включает отдельным разделом меры управления пространственного развития. Этот раздел у нас до этого были попытки его каким-то образом оформить и реализовать в системе управления, но на сегодняшний момент вот в новой государственной программе там тоже заложены уже четкие, понятные меры и действия, которые нужны. Например, начнем с того, что у страны должна быть пространственная схема. Мы всегда говорим о нашей стране, о территориях, о регионах, но мы не помещаем все вот эти наши планы в пространство. А как это будет выглядеть? А где пройдут стратегические магистрали? Как они
повлияют на близлежащие территории, где мы оставляем зарезервированные территории для будущих поколений, которые не подлежат разработке и освоению. Как с помощью вот пространственного планирования тех же энергетических сетей, транспортных коридоров мы можем создать возможности для отстающих территорий. Мы их в программе назвали территории особого внимания. И много ли таких территорий у нас? Мы не можем, слово «отстающий» плохое, я его забираю назад, мы в программе его назвали их территории особого внимания, потому что нельзя мерить все только экономическим успехом. Наша страна обладает уникальным ландшафтом и уникальными природными особенностями, которые мы обязаны сохранить для будущих поколений. Поэтому если мы возьмем какой-то отдаленный горный район с уникальной экосистемой, это не значит, что мы ради сиюминутной выгоды должны построить там нефтеперерабатывающий завод, понимаете? Поэтому вот тоже слово «отстающее», оно прилепилось, но его надо вычищать из лексикона, потому что мы должны сохранить многообразную нашу прекрасную страну не только для себя, но, как я сказала, для будущих поколений. У нас действительно очень сложный ландшафт. У нас есть много районов горных, куда затруднен доступ, где недостаточно экономического потенциала для самостоятельного развития. Для них нужны меры специальные, вот поэтому их назвали территории особого внимания. Государство должно обратить на них особое внимание и направить туда ресурсы для того, чтобы... Ну, это все территории, которые в основном расположены в горах. Я бы добавил, да, там, допустим, вот ваш территория особого внимания, у нас почти 94-95% это горная местность. У нас есть понятие высокогорные, труднодоступные, отдаленные территории, но эти территории никак не подвержены к экономическому росту или каким-то экономическим проектам. По ним есть льготы. Пенсионеры выходят рано, там добавляют компенсацию, там пособие там предусмотрено, какие-то там по тарифам какие-то льготы есть. Но в экономическом аспекте эти регионы никогда не рассматривались. Мы считаем их джайло, и там мы должны пойти посмотреть, какие у нас горы и так далее. Да? Вот впервые мы в этой программе предусмотрели именно разработку программу для высокогорных, труднодоступных, отдаленных и приграничных. Почему приграничные? Мы 15-й год завершается по принятию развития приграничных территорий. Мы в этом году завершаем, на последнюю программу было выделено 900 миллионов сомов. Мы в текущем году освоим оставшиеся около 250 миллионов, и у нас будет такая, можно сказать, и государственная программа. Да? Там мы хотим освоить эти высокогорные территории, труднодоступные, там, построить дороги, инфраструктуру, связь, и особенно туризм. Особого внимания именно вот в этом отношении, именно для развития туризма, для развития сельского хозяйства, для развития инфраструктуры, чтобы людям было выгодно там жить. То есть у каждого региона свои фишки, можно сказать, да? И вот скажите, пожалуйста, вот у нас тема тоже такая стоит. Давайте разъясним нашим телезрителям про опорные точки. Что из себя представляют вот эти опорные точки, где они реализуются, и в этих опорных точках что должно быть, и как они должны влиять на остальные регионы? Хороший вопрос. Опорными точками мы еще назвали предыдущие концепции регионального развития, политики развития. У нас тогда не было средств. Изначально хотели там пару местностей, пару городов или там около 7 городов, но из-за того, что все захотели туда включиться, у нас дошло это число до 20. Из них 18 городов и 2 села, это Кочкорка и у нас был Алайском районе Сарташ. Априори вот эти областные центры входят туда? И были и районы, и эти там, кто
кто был там как бы там, да, был активен, да, он включал свою территорию в этот перечень. Но фактически у нас такого движения не получилось. Но хотя мы для них разработали программу социально-экономического развития, какие-то проекты провели у них, но фактически эта работа началась вот с недавних времен, можно сказать, с 2022 года, когда Каракол стал культурным центром СНГ. То тогда целевым трансфертом выделено более 2 миллиардов сомов. И изменения произошли такие очень видные. Там, если посмотреть, Каракол сегодня преобразился город. И по итогам АТР мы туда еще добавили для усиления ресурсами 2 аильных аймаков. Город расширился, и эта работа продолжается. Потом эта работа началась с города Джалалабад, тоже более 2 миллиардов сомов выделено. Город Джалалабад совсем, несмотря на свои 100 чем-то год, сейчас он выглядит очень молодо, хорошо, и развитие видно, да? Люди уже там вкладывают свои видео в интернет, в YouTube и так далее. Там, развитие произошло очень уникальное. Там ГИК начал строить дома. И такая работа продолжается. Мы и малым городам, и областным городам давали. В прошлом году, в 2024 году, целевые транспорты были выделены городу Токмак и Карабалта. Да? Так, у них тоже есть. По миллиарду сомов. Да, по миллиарду сомов, у них тоже движение есть. Давали малым городам, да, там Каракул 20 миллионов, Токтовул 50 миллионов, Кербен дали 200 миллионов, 300 миллионов городу Талас, Нарыну. И эта работа продолжается. На этот год тоже запланированы выделение больших средств областным городам и другим городам. И как я раньше говорил, там по программе формирования и развития опорных точек роста в Кыргызской республике до 2030 года, областные мы приняли как само собой разумеющееся, они уже являются опорными точками роста, по ним будет приниматься решение Кабмина, а другие города, у нас 33 города. 2 республиканского значения, 14 областного значения, остальные 17 это у нас районного значения. В прошлом году по итогам АТР еще мы Шамалдусай подняли уровень до города районного значения. Итак, фактически эти города в будущем должны стать опорными точками роста. У нас на территории, даже в сельской местности для выделения земельных участков для строительства, жилищного строительства уже оказывается проблемной. Люди годами стоят на очереди. И поэтому задача идет у нас процесс направления урбанизации. И в этой программе, госпрограмме, как раз первый раздел, это развитие урбанизированных территорий, как драйвера роста. И в этом отношении мы Бишкек и Ош приняли как драйверы. В этих 2 городах должны проходить тестирование новых технологий, инновационных решений, потом распространяться другим регионам, другим городам. Да? И второе направление у нас территория особого развития, я уже обозначил. В этом отношении примером можем привести Баткенскую область. По Баткенской области мы в 2021 году приняли 2 закона о статусе, о льготах. Да? И на сегодняшний день Баткену ежегодно, Баткенская область выделяется ежегодно для реализации программы. А программа до 1935 года. 500 миллионов сомов. Да? Сейчас в связи с разрешением приграничных вопросов госграница решена, ратифицирован процесс, и сейчас идет процесс обмен территориями, поэтому принимается решение об увеличении этой суммы. Да? Скоро будет, наверное, до 1,5 миллиардов ожидается. Да? Там, возможно, больше, возможно, там скоро решение примется. И таким образом у нас опорные точки должны в будущем стать
где накапливается рабочая сила, молодежь, то есть опорные мы критерии сделали, да? Кто хочет стать опорной точкой, он должен разработать мастер-план, долгосрочный мастер-план развития. Предусмотреть, привлечь инвестиции, не так, чтобы там это привело, хорошо, там, мы вас принимаем, там, на ваши условия согласны. Нет, теперь будет условия, будет диктовать эти опорные точки, города будут диктовать, да? И обязательно должны быть перерабатывающие отрасли, потому что потребление же увеличивается, там, да? И инфраструктура должна улучшиться. И мы записали, что если хочешь быть опорной точкой, у тебя должен быть образовательный центр, филиалы крупных университетов, да, там школа, лицей, колледж и университет. Да, то есть, одним словом, вот эти города должны соответствовать своему статусу, да, вот так. города. И последнее требование, это должен быть сформирован городская сфера. Да, там у нас получается, где город, где село, у нас сейчас не отличишь. Размыты. Это вот при Союзе, наверное, вы помните, да, вот из села приехать в город, это вот попасть как будто в другой мир, да? И следующее там про пространственное планирование Надежда Николаевна, она лично сама занимается. Мы ее просим, чтобы она эту работу дальше продолжила. Да? Можете рассказать про пространственное развитие? Я вот начала рассказывать про пространственное развитие. Прежде всего, у страны должна быть национальная пространственная схема. Ее нет. Вот нет карты Кыргызстана, где бы было в несколько слоев разрисовано, где будущий транспортный. А что мешает разработать это все? Ну, долгое время как бы все вообще забыли, выпал из внимания этот вопрос, но сейчас цифровая среда позволяет это сделать. Уже есть национальная инфраструктура пространственных данных, и сейчас вот министерство, ведомство, возможно, под управлением Министерства экономики, Кабинета министров должны создать свои слои. Энергетический слой, каркас, там, транспортный, урбанистический, вот, связанный с опорными точками роста, экологический, водный, лесной. Это все должно быть помещено слоями на пространственную схему, чтобы мы четко понимали. Вот вы дом, когда строите, да, вы же сразу планируете, где у вас кухня, где у вас там, извините, туалет, где у вас входная дверь. И мы в стране тоже должны пространственно иметь представление, где и что у нас размещено и где оно будет. У нас вот предыдущие документы, старые, вот за прошедшее десятилетие по управлению развитием регионами, они даже не включали карту. То есть никакого визуального, графического понимания страны как территории не было. Сейчас этот вопрос стоит очень остро, потому что вот даже те мастер-планы, или как раньше их называли, генеральные планы, которые будут города разрабатывать, они тоже должны учитывать общую пространственную схему. Потому что урбанизированные территории тоже не могут расти бесконтрольно, бесконечно. Во-первых, когда мы говорим про урбанизацию, мы должны понимать, что просто придать статус города населенному пункту, это не значит превратить его в урбанизированную территорию. Я извиняюсь за грубость, но если по городу бродят коровы, да, и едят, подбирают что-то на стихийных свалках, то это не урбанизированная территория. Урбанизированная территория может даже носить статус сельской, но если там хорошие дороги, как сказал коллега, если там есть доступ к образовательным услугам, к медицинским услугам, создана прекрасная среда, управляется климат, чистый воздух, там есть очистные сооружения, канализации, критический вопрос для Кыргызстана на сегодня, то это будет урбанизированная территория. И этажная застройка, потому что свободной земли в Кыргызстане критически мало. И ее не хватает сейчас, будущим поколениям не хватит вообще. Конечно, мы должны переходить на этажную застройку, но это... Подождите, с этим надо быть осторожными. Но это требует совсем другой инфраструктуры. Конечно. Потому что плотность населения в этажной застройке другая, нагрузка на сети возрастает в сотни раз. Это требует больших инвестиций в обновление инфраструктуры. И, как я сказала, канализация, очистные сооружения. Если вот вы поднимете данные 20-летней давности опроса нашего сельского населения
какие их услуги волнуют, там будут мусор, дороги. Да? На вопрос о канализации все говорили, все отлично, все прекрасно. Сейчас на первое место по уровню как бы неудовлетворенности вышла канализация. Это не значит, что она 20 лет назад была, а сейчас ее не стало. Ее и 20 лет назад не было, но просто люди не осознавали, что это проблема и что это потребность. Сейчас уже даже в селах люди хотят жить в комфортных условиях. Они там используют септики. Но они используют неуправляемые, неэкологичные септики, которые очень сильно вредят потом грунтовым водам и влияют на окружающую среду. И большие населенные пункты не могут позволить себе иметь там 100 тысяч септиков. Извините, это мы там через 10 лет всплывем на всем том, что эти септики собирают. Поэтому это все очень требует таких серьезных усилий. А вот про горные территории, здесь тоже, как я уже сказала, важно понимать, что у нас есть большая часть территории, которая в принципе никакому освоению не подлежит. Да? На высоте свыше там 2,5-3 тысяч метров над уровнем моря никто жить не будет. А есть территории, ну, которые просто, вот как мое личное убеждение, мы обязаны передать нашим потомкам, потому что любое бесконтрольное их освоение, любое бесконтрольное там ведение экономической деятельности вот приводит к печальным результатам. Озеро Кельсу, маленькое озеро в Нарынской области, какой-то западный фотограф его через социальные сети прорекламировал, туда хлынул поток туристов. За 3 года озеро деградировало. Очень правильно, там просто последняя заметка, там особенность этой госпрограммы именно является именно комплексный подход. Да? Мы раньше планировали только социально-экономические показатели, какие-то индикаторы выполняются, не выполняются. А в этой программе предусмотрено особое внимание выделяется на климатические изменения, да, на зеленые проекты, там особое усиление делается. И также в этой программе предусмотрено переход от отраслевой политики к региональной экономике, к региональному управлению. Уважаемые гости, могли бы и дальше продолжить. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Я выражаю вам огромную благодарность за то, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Дай бог, мы еще запланируем с вами другое время, другую программу, и удастся продолжить эту нашу интересную беседу. Спасибо огромное. Спасибо за приглашение. А я, уважаемые телезрители, напомню, что это была программа «Алату Лайв». В студии работал Мирбек Молдакунов. Я с вами не прощаюсь. До новых встреч в эфире.